Слово для выступления предоставляется представителю Министерства юстиции Тургамбаевой Айнуре Кимсанбаевне. Уважаемые судьи, по ходатайству Алмазбекова Тилека Алмазбековича о проверке конституционности пунктов 10, 11, 12, 13 порядка обжалования действий владельца сайта или страницы сайта, удаления недостоверной ложной информации и приостановления работы сайта или страницы сайта в связи с распространением недостоверной ложной информации в сети интернет, утвержденного постановлением Кабинета министров от 8 апреля 2022 года, номер 204, противоречащим части 1 статьи 5, части 3 статьи 23, частям 1-2 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики, отмечаем следующее. Гражданин Алмазбеков Тилек Алмазбекович оспаривает нормы пунктов 10-3 вышеуказанного порядка в части необоснованном ограничении прав владельцев сайта или страницы сайта, выражающимся в абсолютном отсутствии доступа владельца сайта или страницы сайта к участию в рассмотрении дела о приостановлении работы сайта или страницы сайта. Изучив и проанализировав ходатайство, отмечаем следующее. Согласно статье 32 Конституции Кыргызской Республики, каждый имеет право на свободу мысли и мнения. Каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати. Законом Кыргызской Республики о защите от недостоверной информации, ложной информации установлен запрет на распространение недостоверной ложной информации в интернет-пространстве. Ответственность лиц, допустивших распространение недостоверной ложной информации в интернет-пространстве в целях обеспечения прав и свобод граждан, юридических лиц и защиты их от недостоверной ложной информации, а также права и обязанности субъектов правоотношений по указанному закону. Так, согласно статье 3 обозначенного закона, распространение недостоверной ложной информации в интернет-пространстве Кыргызской Республики не допускается. Каждый, кто считает, что в отношении него была распространена недостоверная ложная информация, порочащая его честь, достоинство и деловую репутацию, вправе обратиться к владельцу сайта в сети интернет или владельцу сайта в сети интернет с требованием о немедленном удалении со страниц или сайта недостоверной ложной информации и размещении информации, опровергающей ранее размещенную недостоверную ложную информацию. В случае отказа от удаления недостоверной информации лицо, чьи права и свободы были нарушены в связи с публикацией недостоверной ложной информации о нем, вправе обжаловать действия владельца сайта в сети интернет или владельца страницы сайта в сети интернет в порядке, определяемом Кабинетом министров. Так, согласно пунктам 3 и 4 вышеуказанного порядка, уполномоченный государственный орган в сфере информации по результатам рассмотрения заявления принимает решение об удалении недостоверной информации с установлением срока для исполнения владельцем сайта или страницы сайта решения и направляет уполномоченный государственный орган по связи. Удаление недостоверной ложной информации осуществляется непосредственно владельцем сайта или страницы сайта в сети интернет. В случае неисполнения решения об удалении недостоверной ложной информации установленные сроки владельцем сайта или страницы сайта, уполномоченный государственный орган в сфере информации вправе принять решение о приостановлении хостинг-провайдером работы сайта или страницы сайта сроком до 2 месяцев. При этом, согласно пункту 17 обозначенного порядка, владелец сайта в сети интернет, владелец страницы в сети интернет, хостинг-провайдер в случае несогласия с решением уполномоченного государственного органа в сфере информации вправе обжаловать его в административном досудебном порядке, а в последующем судебном порядке. Более того, согласно части 3 статьи 4 вышеуказанного закона, владелец сайта и страницы сайта и пользователь в интернет-пространстве Кыргызской Республики имеет право не соглашаться с доводами лица, чьи права и свободы, по его мнению, были ограничены, оспорить в судебном порядке действия, направленные на приостановление работы сайта или страницы сайта в сети интернет. Учитывая изложенное, полагаем, что в целях защиты личной безопасности, сохранения доверия к информации, положениями обозначенного порядка установлены механизмы обжалования действий владельца сайта или страницы сайта в случае обнаружения недостоверной информации, а также права владельцев сайта в случае несогласия с решением уполномоченного органа в сфере информации. Согласно части 1 статьи 24 Основного закона Кыргызская Республика обеспечивает всем лицам, находящимся в пределах ее территории под ее юрисдикцией, защиту их прав и свобод. На основании изложенного считаем, что пункты 10-13 порядка обжалования действий владельца сайта или страницы сайта, удаления недостоверной ложной информации и приостановления работы сайта или страницы сайта
в связи с распространением недостоверной ложной информации в сети интернет, утвержденного постановлением Кабинета министров от 8 апреля 2022 года, номер 204, не противоречит части 1 статьи 5, части 3 статьи 23, частям 1, 2 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики.